федеральном округе. Bacılarımızı allığızla öttürüp köküsteyik yürekleriniz kullanırsa. Tebrik ediniz. Atlanın. Дорогие товарищи, карачаевцы, когда вернулись обратно, стали возрождать свое сельское хозяйство, своих овец, своих коров и лошадей карачаевской породы. Эта порода лошадей единственная в мире, которая может соревноваться на конных пробегах на дистанции 160-280 километров с лошадьми арабской породы, халтикинской породы, чистокровной английской породы. Мы с этими лошадьми карачаевской породы выигрывали 10 международных турниров, отстаивали честь Карачаево-Черкесии и России, во Франции, Португалии, Испании. И в Америке наша лошадь на Дэвис Куб занимала призовые места на горных пробегах. И это гордость не только карачаевского народа, это гордость всей России, потому что единственная порода в мире, и это российская карачаевская порода, которая может конкурировать со всеми известными породами лошадей и выигрывать у них. Первый жеребец, жеребец Таулу, второй жеребец карачаевской породы, владелец Абдуллах Урусов. Поприветствуем! Этот жеребец из древней линии адмирала, отец Азал, мать Дарья. Второй жеребец, вороной жеребец Харакён, владелец Карабашев Ратмир, отец жеребца Харакён, который выиграл чемпионат России в Кабардино-Балкарии на 120 километров, выставку в Москве, Эквиросе, выставку выиграл этот жеребец в Ростове-на-Дону. И надеемся, что сын его, тоже Харакён, повторит успехи своего отца. Вороной жеребец Харакён, Карабашев Ратмир. Следующий жеребец, тоже из древних линий, типичный карачаевский жеребец, сухие конечности, красивый экстерьер. Его прадед адмирал был на обложке Англии, лучшая лошадь мира, был поставлен на обложке английского журнала. И вот это его линия от Азао. Звать его Алтын, владелец, зампредседателя суда города Черкесска Янибеков Руслан, любитель, конезаводчик, имеет несколько кобыл. Он участвовал на пробегах 30, 60, 80 километров. С отличным успехом сейчас готовим его на чемпионат России. Поприветствуем жеребца. Вороной жеребец Бирлик, тоже типичный вороной жеребец основных мастях гнедой и вороной темно-гнедые масти. Это внук, это правнук адмирала, внук Азала и сын Каракёза. У нас идет постоянная селекционная работа с жеребцами. И мы скрещиваем иногда для экстерьерных данных, для легкости, для ровных пробегов, на равнине пробегов с английской лошадью. И испытываем, стараемся, хороший экземпляр будем испытывать и скрещивать с кобылами верхового типа для конных пробегов. Гнедой жеребец мальчик, 2 года только. Это юниор, можно сказать. Статно сложен, красив, но еще не привычен. Проходим. Опа. Представляю вам жеребца
Жарых, владелец Байрамкулов Марат. Гнедой жеребец, типичный. Линия Даусуза от Далхата. Гнедой жеребец Бентли, владелец Калаханов Азрет. Карачаевский жеребец легкого типа. Приветствуем хозяина и жеребца. Иноходец. Горный иноходец для прогулок. Имеет очень хорошее потомство. Жеребцу 8 лет. Поприветствуем жеребца. Конный завод Карачаевский. Светло-гнедой жеребец Алтын. Федерация конного спорта Карачаево-Черкесии. Ведет его жокей первой категории Примготов Хамза. Спасибо вам за внимание. Всего наилучшего. Вашему вниманию будут представлены показательные выступления наездников клуба «Ас-Алан» по Джигитовке. Группа создана в 2012 году благодаря инициативе Эркенова Джамбулата, большого любителя конного спорта, душой болеющего за возрождение традиционных народных конных состязаний, в особенности джигитовки. В группе любителей занимается около 40 человек. В текущем году джигиты из села Терезе с приходом профессионального тренера Щеглова Степана Александровича, трехкратного чемпиона России по джигитовке, служил в кавалерийском почетном эскадроне Кремлевского президентского полка. Благодаря поддержке члена Президиума Федерации конного спорта Российской Федерации Рашида Кубанова вашему вниманию предлагается произвольная программа конно-спортивной группы «Ас-Алан». Это их дебют. Давайте поддержим их громкими аплодисментами.
Перед вами, дорогие друзья, выступили джигиты-наездники группы «Ас-Алан» в составе капитана и тренера команды Степана Щеглова на лошади «Сапсан», Эркенова Расула, внука прославленного мастера джигитовки Карачая 30-40-х годов, Исмаила Эркенова на лошади «Кемуда», Левшоков Заур на лошади «Самрук». Давайте пожелаем нашей команде, кстати, первой в Карачаево-Черкесской республике, успехов в чемпионате России, который пройдет в сентябре текущего года в городе Москве.